Ассаламу алейкум мохкой, доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, зрители канала Даймохк онлайн. И с вами я, чеченский адвокат в Москве, Саидов Магомед. Продолжаем нашу рубрику «Правовед». Сегодня мы поговорим о процедуре задержания по уголовному делу. Расскажем вам, как происходит задержание, а также максимально доступным языком поясним вам, как можно себя обезопасить от незаконных действий правоохранителей и не усугубить свое процессуальное положение. Уголовно-процессуальным законом предусмотрена процедура задержания по уголовным делам за совершение преступлений, предусматривающих наказание в виде реального лишения свободы. Данная процедура может быть выполнена только при наличии соответствующих оснований. Существует три ключевых основания для задержания. Это первое. При обнаружении лица непосредственно в момент совершения преступления, либо непосредственно после его совершения. Второе. Если на лицо указывают потерпевшие либо очевидцы, как на лицо, совершившее преступление. И третье. Если на лице, при нем, при его одежде и его жилище обнаружены явные следы преступления. Кроме всего прочего, законодатель дает возможность правоохранителям задержать лицо по так называемым иным основаниям. В частности, если у правоохранителя имеются достаточное основание полагать, что вы совершили данное преступление, они могут вас задержать. Если вы скрывались, либо скрываетесь от органов правоохранительных, либо вы не имеете постоянного места жительства, либо не установлена ваша личность, вас могут задержать, а также вас могут задержать, если в соответствующий суд направлено компетентным лицом ходатайство об избрании в отношении вас меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержать вас может любой сотрудник правоохранительных органов. При этом он должен показать свое служебное удостоверение, представиться, пояснить цели и основания задержания, а также предоставить вам сведения о том, куда вы направляетесь. После доставления в правоохранительный орган к следователю в течение 3 часов в отношении вас должен быть составлен протокол о задержании. Удержание вас свыше 3 часов без составления соответствующего протокола является незаконным. Если же следователь официально уведомляет вас о вашем задержании и составляет соответствующий протокол задержания, то вы автоматически приобретаете статус подозреваемого. И на вас, соответственно, распространяются права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 Уголовно-процессуального кодекса России. В протоколе задержания следователь должен отразить все ваши персональные, установочные данные, время составления протокола, место составления протокола и время фактического вашего задержания. И кроме того, следователь обязан отразить основания, послужившие задержанию. Кроме того, при задержании вы имеете право на телефонный звонок. Вы можете позвонить близким родственникам, друзьям, товарищам, кому посчитаете нужным, и сообщить о вашем задержании. Как подозреваемый вы вправе знать, в чем подозреваетесь. Всегда четко вы должны понимать, что происходит, в связи с чем вы задержаны и что вам предъявляется, чтобы иметь возможность трезво оценивать ситуацию и строить конструктивно линию защиты. Вы вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, об избрании в отношении вас меры пресечения, а также копию протокола задержания. Чтобы вы понимали, в постановлении о возбуждении уголовного дела отражаются поводы и основания, послужившие возбуждению дела, то бишь описывается само преступление. Вы вправе давать показания, а также отказаться от дачи показаний. Но вы при этом, если вы даете показания, вы должны четко понимать, что каждое сказанное вами слово может быть в последующем использовано в качестве доказательства уголовного дела, в том числе и при вашем последующем отказе от этих показаний. В связи с чем я настоятельно рекомендую без доверенного защитника лишнего не говорить. Вы вправе пользоваться помощью защитника. Чтобы вы понимали, защитника вам могут предоставить как за счет средств государства, а также вы вправе пригласить своего защитника, с которым заключите соответствующее соглашение. Вы вправе представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы. Ходатайство – это очень мощный инструмент, способный реализовать ваше право на защиту и вывести вашу такую неприятную ситуацию в более-менее стабильное, положительное процессуальное русло. Вы вправе давать показания на родном языке или языке, которым владеете. Владеете вы японским, китайским, можете смело давать на данном языке показания. Ваше право. Вы вправе пользоваться помощью переводчика. Если вы не владеете русским языком, либо плохо им владеете, вы вправе требовать от следователя предоставления вам переводчика. Это его обязанность, исполнить ваши в этой части требования. Вы вправе знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с вашим участием. Допросили вас, вы вправе ознакомиться с протоколом допроса, переписать его,
Протокол задержания составили в отношении вас? Ознакомливайтесь, получайте копию. Меру пресечения избрали, подписали, ознакомливаемся. Вы вправе приносить жалобы на действия, бездействие, решения должностных лиц. Если вы не согласны с тем или иным решением следователя, либо дознавателя, либо там прокурора и так далее, вы вправе обжаловать данные действия и решения. Вы вправе участвовать в следственных действиях, производимых по вашему ходатайству, либо ходатайству вашего защитника, либо представителя. Просите вы, к примеру, провести обыск там-то, либо провести осмотр тех или иных предметов. Также вы можете претендовать на роль участвующего лица в данном следственном действии. Вы вправе иметь свидание с нотариусом, но данное право на вас распространяется в случае, если в отношении вас уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, либо мера пресечения в виде домашнего ареста. Ну и в том случае, если вы являетесь субъектом предпринимательской деятельности, то есть являетесь предпринимателем, и вам необходимо нотариально удостоверить лицо в качестве вашего представителя. При этом вы должны понимать, что нотариальное удостоверение сделок по имуществу, на которое может быть наложен арест, запрещен. Также вы вправе защищаться иными средствами и способами, не запрещенными законом. После задержания вас должны в течение суток допросить в качестве подозреваемого по счету подозрения. При этом вам предоставляется свидание с защитником продолжительностью не менее 2 часов. Оно может длиться и более, но это уже на усмотрение представителя правоохранительного органа. Дорогие друзья, чтобы не усугубить свое процессуальное положение в будущем, настоятельно рекомендую сегодня уже позаботиться о поиске квалифицированного защитника. Вы поймите одно. Вы можете без защитника, к примеру, давать показания, давать объяснения, либо давать какие-либо устные разъяснения представителям правоохранительных органов. Но в какой-то момент вот все эти ваши показания, разъяснения и пояснения, они могут негативно сказаться на вашей судьбе. А все почему? Все потому, что вы не являетесь специалистами в области права, вы не понимаете, для чего задаются те или иные вопросы, и как те или иные ваши ответы могут в будущем быть квалифицированы. Вас спрашивают, а вот что вы думали при этом, а как вы вот видели ту ситуацию, а знали ли вы об этом? И вы без задней мысли даете показания, вы думаете, что все в порядке. Но на самом деле каждое сказанное вами слово приводит к образованию состава преступления в ваших действиях. Поэтому, дорогие друзья, приглашают вас для дачи показаний, объяснений, либо простой беседы устной правоохранительный орган. Мы приходим туда с кем? Правильно, с адвокатом. Только он сможет защитить ваши права и минимизировать возможный ущерб. Дорогие друзья, если вы чувствуете, что представители правоохранительных органов нарушают ваши права, к примеру, незаконно задерживают, незаконно удерживают, максимально предпринимайте меры к фиксации данных незаконных действий. Самый простой способ – фиксируйте все на мобильный телефон, на камеру мобильного телефона. Снимайте видео, делайте видеотрансляции прямые, рассылайте все эти видеофайлы по своим контактам доверенным. Главное, отражайте место, время, что, где, чего происходит. Ну, грубо говоря, там, такого-то числа я нахожусь здесь, ко мне подошли, говорили то-то, то-то и так далее. Максимально предоставляйте информацию в данном видео. В будущем это вот видео может спасти вам вашу судьбу. Ничто так не отрезвляет нарушающих закон правоохранителей, как понимание того, что их действия переходят на публичную площадку. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Ставьте лайки, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал Даймахко Онлайн, на наши социальные сети, Инстаграм. Ссылки все будут в описании, контактные данные также в описании, телефоны. Мы оказываем юридическую помощь 24 часа в сутки. Звоните, пишите, обращайтесь. Кроме того, прошу вас писать комментарии, отражать те или иные темы, о которых вы хотели бы, чтобы мы поговорили, разобрали те или иные ситуации. Будем, как говорится, работать в этом направлении. Марш Айл, Адикюэл. Всего доброго, до свидания.